Özbek, Türkmen, Uygur, Tatar, Azer bir boydu. Kara, Kalpak, Kırgız, Kazak bunlar bir soydu. Что такое нация, национальная гордость, этническое единство? Эти понятия очень широкие, и дать им исчерпывающее определение за пару минут невозможно. Но все это можно объединить в один емкий термин – культурный код. У тюркских народов он един. У нас общие корни, у нас общая история, общие цели и стремления, похожее мировоззрение. Не сохранив этот культурный код, тюркский мир может быть утерян. Культурный код, я думаю, что необходимо сохранить, поскольку идет по всему миру глобальная интеграция. Эта глобальная интеграция может уничтожить все культуры и оставить одну только, всеобщую по всему миру. И это, конечно, не будет интересно. Одна из важных и показательных частей культурного кода любого народа – традиционные игры. В них ярко и особенно наглядно проявляется система ценностей, принятая этим народом. В традиционных играх веками развивались и закреплялись именно те качества, которые были наиболее ценны и востребованы в данное время и на данной территории. В играх одних народов преобладали смелость, сила и ловкость, у других – расчет, хитрость. Так как у тюрков общая история, то и игры у них похожие – игры кочевников. Инициатива популяризировать, сохранить игры кочевников тюркского мира принадлежит Кыргызстану. Это свой вклад страны в сохранение культурного кода тюркских народов. Цели всемирных игр кочевников – сохранение и возрождение культуры кочевых народов мира через укрепление культурных связей между странами-участницами, сохранение и вывод на международный уровень национальных видов спорта кочевых народов мира, поддержание учреждений, деятельность которых посвящена развитию и пропаганде этноспорта в мире. Первые всемирные игры кочевников прошли в кыргызском городе Чолпон-Ата на побережье озера Иссык-Куль 9-14 сентября 2014 года. В них приняли участие спортсмены из 19 стран – Азербайджан, Австрия, Афганистан, Белоруссия, Бразилия, Германия, Казахстан, Кыргызстан, Литва, Монголия, Россия, США, Таджикистан, Туркменистан, Турция, Узбекистан, Франция, Швеция, Южная Корея. В следующих всемирных играх кочевников, которые прошли в 2016 году, приняло участие уже 63 страны. Общее число спортсменов превысило 1000 человек. Вместе с ростом численности участников расширилась и программа. Она включала в себя 16 игр и 4 вида конных скачек. В свое время игры у кочевников выполняли совсем не увеселительную функцию. Прежде всего, это был тренировочный процесс. Взять, к примеру, кокбуру, или как ее еще называют тюркские народы, көкберу, улак, кюкбере, калпар, улак-тартыш или просто улак. Суть игры – всадники на лошадях должны схватить тушу козла и закинуть ее в свой казан. Естественно, соперники будут этому всячески мешать. В древности, как утверждают историки, командам разрешалось принимать в отношении друг друга силу, скидывать джекитов с коней, бить камчой. В общем, все как в настоящем сражении. Таким образом, игроки оттачивали свое мастерство управления лошадью, умение крепко держаться в седле. Важнейшие качества для воинов-кочевников. Или азербайджанская игра «Гулеш», которая тоже вошла в программу всемирных игр кочевников. Это национальная борьба. Борцы могут захватывать своего противника ниже пояса, за ноги, за шаровары. Им разрешается
совершены подножки, подсечки, подхваты, зацепы и некоторые другие приемы. Победа присуждается по очкам, только в том случае, когда борец не положен на лопатки. Уже на третьих играх в кочевниках гулеш трансформировался в великую борьбу кочевников, или, как назвали ее еще организаторы, борьба на поясах. Историки отмечают, это один из древнейших видов борьбы. Она присутствует в культуре многих народов мира. Благодаря простоте и зрелищности борьба на поясах сохранилась в первозданном виде до наших дней. Особо распространены среди тюркских народов игры, связанные с охотой. Это и стрельба из лука, и состязания с участием крупных птиц. Беркут и сокол – любимцы среднеазиатских кочевников. Эти помощники охотников способны справиться и с лисой, и с волком. У кыргызов игра, в которой охотник ловит добычу на скорость вместе с соколом, называется салбурун. Свои названия у этого развлечения есть и у монголов, и у казахов, и остальных тюркских народов. Всемирные игры кочевников включены ЮНЕСКО в список лучших практик учреждения по сохранению нематериального культурного наследия. В организации посчитали, что игры кочевников выступают в качестве нового драйвера для сближения народов и культур через сущность кочевых традиций и образа жизни. Всемирные игры кочевников имели очень большое значение для интеграции, в первую очередь, в мыслях наших народов. Это принесла очень большой успех кыргызскому народу, кыргызскому государству. Я как-то в истоках имел прямое отношение к проведению игры кочевников. Асхат Акибаев, инициатор этого дела, в 2009 году подошел ко мне в университет Манас. Мы обсудили, он мне показал свои ролики. Я удивился, что у людей такие хорошие интеграционные мысли. Этот вопрос проведения игр кочевников включен в повестку дня Совета президентов тюркских государств. Вот таким образом первая игра кочевников состоялась у нас на Иссык-Куле, потом вторая состоялась, там были очень большие игры и мероприятия произошли, и принесло Кыргызстану очень большой успех. К этому успеху имел прямая поддержка Билала Эрдогана, сына президента Турецкой республики. Он очень помог. Потом создали всемирные игры «Этно», игры, фонд. И таким образом все это произошло. В прошлом году Всемирные игры кочевников прошли в Турции. Спортсмены состязались в 14 видах борьбы, 6 видах скачек, 3 видах интеллектуальных игр, 4 видах стрельбы, 3 видах охоты. Также были соревнования по армрестлингу, масса-рестлингу, кокбуру, перетягиванию каната, ордо, стрельбе из лука на лошади и эр-энеши. Организаторы включили в программу соревнований национальные игры казахов, турков, туркменов, японцев, корейцев, монголов, узбеков, таджиков, иранцев, россиян, азербайджанцев. Теперь практика проведения этого мероприятия во всех странах-участницах, разумеется, в определенной поочередности, сохранится. Так каждое государство сможет внести свою лепту в сохранение важной части общего культурного кода – национальных игр. У тюркских народов общие не только традиционные игры, язык, культурный код нации и ключ к культуре всего. Когда-то в далеком прошлом существовал единый тюркский праязык, на котором разговаривали общие предки всех современных тюркских народов. Но со временем отдельные древнетюркские племена стали постепенно покидать территорию прародины. И, обретя новую территорию, в некоторых случаях, смешавшись с аборигенным населением, они стали создавать новые тюркские языки, которые
которые отличались от древнетюркского, но были понятны соседним тюркским народам. Отсюда вывод. Не надо изобретать что-то новое, не надо создавать один общий язык тюркского мира. Достаточно просто развивать в каждом государстве его родной язык. Мы же понимаем друг друга очень близко, поэтому чужого английского или русского языка со временем, я думаю, что отпадет такая необходимость. В начале этого лета Кыргызстан предпринял еще один важный шаг в сохранении культурного кода тюркского мира. Страна на законодательном уровне усилила значение госязыка, то есть кыргызского. Он стал рабочим для органов государственной власти, местного самоуправления и госпредприятий. Кыргызским теперь в Кыргызстане обязаны владеть госслужащие, депутаты, педагоги, судьи, прокуроры, адвокаты, медработники. По новому закону применение кыргызского обязательно в географических названиях. В сфере образования и науки кыргызский язык теперь должен использоваться при заключении международных договоров, участником которых является Кыргызстан, а также при разработке нормативных правовых актов, делопроизводстве и документообороте внутри страны. К переводу деловой деятельности на кыргызский язык страна шла поэтапно. Еще 2 года назад сотрудников министерств и ведомств обязали изучать государственный язык и вести на нем делопроизводство. Необходимость занять кыргызскому языку положенное место в жизни страны возникла давно. Хотя он и объявлен с 1989 года государственным, но в полной мере таковым до сегодняшнего дня не являлся. Усиление кыргызского языка может благоприятно сказаться на возрождении тюркских языков и на объединении тюркского мира. Это язык тоже один из очень сильных факторов для объединения народов, объединения стран. И поэтому, конечно, сейчас после скажу, таких эпох перемен, изменений, трансформации. Сейчас многие народы снова возвращаются к своим истокам. И в этом плане я тоже думаю, что здесь как раз такая очень благоприятная ситуация, когда есть возможность для укрепления своего языка, возможности его создания среды, создания обстановки и условий для его изучения. И, конечно, распространения и повседневного использования. Важнейшим элементом сохранения культурного кода тюркского мира является доскональное, вкратчивое изучение истории тюркских народов. Итак, история принадлежит тому, кто охраняет и почитает прошлое, кто с верностью и любовью обращает свой взор туда, откуда он появился, где он стал тем, что он есть. Этим благоговейным отношением он как бы погашает долг благодарности за самый факт своего существования. Фридрих Ницше. Тюркологи отмечают, в этнической истории тюркского мира много темных пятен, пролить свет на которые получится только сообща. Например, этническая история кыргызского народа до сих пор полностью совсем не ясна. И любой тюркский народ, который существует сейчас, где-то около 90 тюркских народов существует сейчас в мире, в Евразийском континенте, они тоже очень много темных вопросов, неизвестных по этнической истории этих народов. В мире насчитывается свыше 200 миллионов тюрков. Они разбросаны по всей планете, но их объединяют похожие традиции, похожие языки, похожее отношение к жизни и похожая история. Одним словом, один культурный код, сохранение которого стало нашей общей задачей. Пока он есть, мы едины силой и духом. Как и любая большая группа народов, понятие «тюрки» в настоящее время имеет смысл только в языковом плане.
К примеру, западные и восточные славяне нередко голубоглазые и светловолосые. Южные славяне брюнеты с орлиным носом, а жители западной части Балканского полуострова еще и самые высокие люди в мире. Это является наследием древних иллирийских племен. Среди семитских народов арабы могут быть черноволосыми людьми с оливковым цветом кожи, но также есть темные, почти черные, болотные арабы Ирака. А есть светленькие ливанцы и сирийцы, евреи-ашкеназы, среди которых много рыжих и блондинов. Но есть и черные евреи-фалаши и иные негроидные семитские племена из Африки. Поэтому не стоит удивляться, что представители разных тюркских народов принадлежат к европеоидной и монголоидной расам. Так получилось исторически, и это не означает, что одни из них правильные, а другие неправильные, настоящие и ненастоящие. Когда-то у них было относительно монолитное этническое ядро, но это время давно ушло в прошлое. На деле человеческие расы возникли задолго до появления групп народов, не говоря уже о современных национальностях. До перехода к производящему хозяйству они свободно перемещались по всей земле, вступали в противостояние или заключали союзы. Когда из них началось формирование этносов, а точнее языковых групп, под одной крышей могли жить совершенно разные люди. Учитывая, что древние тюрки вошли в контакт со своими соседями еще во время тюркского каганата VI и VII веков, между их отдельными племенами не должно быть много отличий. Тем не менее, арабские завоеватели называют карлуков самыми красивыми среди всех тюрок и европеоидными людьми высокого роста. Зато о других кочевых родах осталась память, что их лица похожи на щиты, обитые кожей. Что касается агузов, предков азербайджанцев, туркмен и турок, то они не могли быть классическими монголоидами. Все дело в том, что их земля в прежние времена являлась одним из главных центров азиатских скифов. Именно в степях к востоку от Каспия жили дахи, массагеты, парфяне и прочие, известные по иранским и греческим источникам. Именно отсюда осуществляли свои походы белые гунны, тахары, юэчжи. Весь этот сон индоевропейских племен, а также их исторические предшественники, проникали вплоть до западного Китая и степей Монголии. Вполне вероятно, что с их этническим участием возникли западные тюркские племена. Точнее, та группа народов, которая в дальнейшем станет тюрками. Не зря же китайские источники описывают исторических предшественников тюрок как голубоглазых и зеленоглазых людей со светлыми и рыжими волосами. Поэтому и этнический состав карлуков и агузов мог быть частично европеоидным. Об этом есть свидетельства, оставленные арабами. Однако, любая кочевая держава в любой момент времени всегда имела очень смешанное население. В ее состав входили кочевники совершенно любого происхождения. К примеру, в составе нагайцев или казахов, которые представляют из себя народы, переходные от монголоидов к европеоидам, имеются роды кипчакского, агузского, мадьярского и скифского происхождения. То же самое было с сельджуками, частью агузов, предками нынешних турок и азербайджанцев. К примеру, многочисленные памятники сельджукской культуры, которые датируются XI и XIII столетиями, ясно говорят, что этот народ был монголоидным. Или, по крайней мере, таким являлся его правящий класс, люди, достойные того, чтобы их внешность запечатлели. Это мнение подтверждает хивинский хан и историк Абуль-Гази. Этот правитель XVII века по настоятельной просьбе туркменских мул и старейшин составил труд под названием «Родословная Туркмен». В нем есть такие характерные слова о том, как у этого народа изменилась внешность, их подбородок начал сужаться, глаза стали большими, лица стали маленькими, а носы увеличились через 5-6 поколений. Причем он написал свою книгу задолго до того, как туркмены пришли в Ахалский и Марийские оазисы, где ассимилировали их персидское население. Тем не менее, противоположные сведения дает само существование многочисленных кочевых тюркских племен Ирана, юрюков, кочевых турок и карапапахов, одних из последних кочевников азербайджанцев. Все эти этносы имеют, несомненно, европеоидную внешность, и они, в отличие от оседлых тюрок, почти не смешивались с другими народами. Поэтому правильным мнением будет считать, что сельджуки являлись синтетическим образованием с наличием как европеоидных, так и монголоидных групп. Но первых было, очевидно, больше, учитывая все имеющиеся доказательства.
маданиятты дүйнөгө таанытуу, тагыраагы көчмөн маданиятынын салтын, наркын даңазалоо дүйнөлүк көчмөндөр модасы фестивалынын көздөгөнү. Бул иш-чара 5 жылдан бери дүйнөлүк деңгээлде өтүп келет. Кол өнөрчүлөрдүн, дизайнерлердин эмгектерин чет өлкөлөргө жайылтуу иш-чаранын максаты болгондуктан быйыл буга Кыргызстан кызуу даярданган. Ага 20га жакын мамлекеттен катышуучулар келишкен. Уюштуруучу Назира Бегим мода индустриясын ар тараптан изилдегенин жана бул долбоордун негизинде чоң ийгиликке жеткендиктерин белгиледи. Эми акырындык менен баягы Кыргызстан кичинекей мамлекет да, дүйнөлүк аренага чыгарыш үчүн көп убакыт талап кетет экен, көп күчтөр талап кылынат экен. Биз 5 жылдын ичинде, аз убакыттын ичинде ушундай чоң ийгиликке жетип атабыз. Бул абдан чоң жетишкендик, башка өлкөлөргө салыштырмалуу биз мына кыйла мыкты жетишкенге жеттик. Себеби буга чейин башка өлкөлөрдө 15-10 жылдап иштеп, ошо мода индустриясында иш алып баргандар бар. Бирок биз чет ийгиликке жете элек азырынча эчким. Ошол себептүү мен мактан алам. Эгерде ушул темпте кете турган болсок, биз мындан дагы бийик нерсеге жетебиз. Жыл сайын фестиваль үчүн атайын тема коюлат. Бул жылы катышуучулар улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун 95 жылдыгына карата коллекцияларды даярдашкан. Аларды образдуу деңгээлде көрсөтүүгө аракеттенишип, биринен бири өтүп, калыстар тобунун мүчөлөрүнө көрсөтүп түшүндүрүп жатышты. Невероятная концентрация и тонко пахнущие человеческими эмоциями. Коллекция по произведению «Ранние журавли». Там есть... Жаш дизайнер Малика Уланбек кызы бул фестивалга алгачкы жолу катышып жатат. Ал күнүмдүк кийимдердин модасы эмес, авангарддык стилдеги чеберчиликти жактырат. Демек, каармандардын кийимдерин фантазиясы менен иштеп чыккан. Чыңгыз Айтматовдун «Кылым картар бир күн» деген романына байланыштуу. Ал деген жана жуан-жуандардын биздин элде ошо басып, жоламандын башаламандык болгону жана төнүн терисин алып, ошондо адамдардын башына кийгизип, алардын аң сезимин алып салган. Ошол нерсени жоламандын жана Найман эненин образын, алардын кыйналгандыгын, ата тегин унуткандыгын мен ошону өзүмдүн костюмдарым аркылуу чыгарууну чечтим. Амстердамдан келген эл аралык Афию модалар жумалыгын өткөрүүчүлөр уюмунун жетекчиси Айдын Ачыктын бул фестивалга келүү вазифасынын ролу чоң. Ал калыстар тобунун мүчөсү гана болбостон, өз уюмунун атынан жеңүүчүлөргө чет өлкөлөрдөгү мода жумалыктарына атайын жолдомо да тапшырды. Ал мода секторунун өнүгүүсүнө шарт түзүп, жаш дизайнерлерди шыктандырып жаткандыктарын айтат. Herkese merhabalar, ismim Aydın Açık, Amsterdam'dan geliyorum ama aslen Türk'üm. Ben İstanbul Moda Haftası'nın, Kapadokya Moda Haftası'nın, Mardin Moda Haftası'nın... Барыңыздар саламатсыздарбы? Амстердамдан келдим. Бирок түркмүн. Аты жөнүм Айдын Ачык. Мен Истанбул, Каппадокия, Мардин жана жаңы жаш дизайнерлердин мода жумалыктарын өткөргөн кишимен. Бир жылда 12-ни өткөрөбүз. Дүйнөдө эң көп мода жумалыгын демилгелеген уюштуруучуларданбыз. Уюмубуздун аты Афею. Бул Азия, Африка, Америка мода жумалыгын бириктирген уюм. Максатыбыз дүйнөдөгү бардык жаш дизайнерлерге бир эшик ачуу, аларды колдоо. Андыктан өлкөлөргө барганда бир жылда бир жолу Казакстандан, Кыргызстандан, Өзбекстандан, Түркиядан, Түштүк Африкадан жаш дизайнерлерден 3тү тандайбыз. Аларды бардык иш-чараларыбызга чакырабыз жана акы албайбыз. Өнүгүүсүнө шарт түзүп, мода секторунда өнүгүүсүн колдойбуз. Тажрыйбалуу дизайнерлерди да иш-чараларга чакырып, жаштарга жол көрсөтүшүнө өөлгө болобуз. Bunun yanı sıra gelişmiş, kendini ispatlamış büyük tasarımcıları da ekmeğimize kataraktan коллекцияларда улуттук, байыркы эпостор жана чыгармалардагы унутулуп калган кийимдерге көңүл бурулуп, эпикалык жагдайда өнүгүү этаптарынын көрсөткүчтөрүнүн өскөндүгү даңазаланды. Бул көчмөндөр маданиятынын кийими кыргыз деңгээлинин негизинде түрк маданиятынын, түрк калктарынын коллекционерлеринин иштерине негизделген. Биз ушул стилди, трендти бердик. Мурун этникалык кийим, улуттук кийим деген түшүнүк болчу да. А биз изилдеп түбүндө кыргыздын салттуу кийимдерин изилдеп, биз заманга батташтырып чыгарып дүйнөгө жайып атабыз. Биздин жасаган иш аракеттерибиздин артынан Кыргызстанда кыргыздын салттуу улуттук кийимдерин стилдештирип кийсе болот экен деген түшүнүк пайда болду. Биз ошону жайып, көрсөтүп, мактанып
бир гана Кыргызстанда эмес, ошо мен жогоруда атап кеткен 50 мамлекетке көрсөтүп атабыз. Мода индустриясына, деги эле дизайнерлердин иштерине мамлекет тарабынан көңүл бөлүнбөй калган. Тармакты өнүктүрүп, бул иш-чараны кийинки жылдары жогорку мамлекеттик деңгээлде өткөрүүнү Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги колго аларын убадалады. Клара Кудайбергенова, Бишкек, Кыргызстан. У многих слово «Восток» ассоциируется с каким-то общим понятием мудрости, неторопливости, вечности и загадочности, свойственным разве что самому времени. На бытовом уровне Восток ассоциируется со многими предметами искусства, одним из которых является изумительный восточный ковер. За свою многотысячелетнюю историю настоящий восточный ковер почти утратил свое прямое назначение – утеплять жилища. Зато второе его назначение, декоративное, возросло. Ковер идеально подчеркивает хороший вкус хозяина дома и будет символизировать о достатке. Настоящую вещь видно сразу. Она вызывает восхищение, словно светясь какой-то особой энергией. Так оно и есть на самом деле, ведь настоящий восточный ковер изготавливается вручную не один год и получает за это время мощную энергетическую подпитку, растекающуюся по всем элементам узора и прочно въедающуюся в каждую нить. Одним из самых ценных материалов на Востоке считается шелк. С глубокой древности здесь из поколения в поколение сохранялись традиции изготовления одежды из шелка, шелковых ковров. Искусство ткать ковры ценилось больше всего, так как в каждом доме обязательно было несколько шелковых ковров. На сегодняшний день самыми известными и искусными школами плетения шелковых ковров являются иранская, азербайджанская и, конечно же, среднеазиатская. В наше время не так много фабрик, где изготавливают настоящие восточные ковры, а уж мастеров, сохранивших все секреты своего дела в неизменном виде, можно сосчитать по пальцам. Тем не менее, одно из таких мест вполне свободно можно посетить, став свидетелем создания очередного шедевра. Наша съемочная группа «Мост дружбы» посетила в Самарканде фабрику «Худжум», которую создали предприниматели из Афганистана, наши братья-туркмены. После открытия эту уникальную фабрику посещали президенты, премьеры, министры, высокопоставленные лица многих стран мира. Мы были свидетелями стенда специальной фотовыставки. году в Мадриде, Испании, потому что мы не используем детский труд. У нас запрещено. Эту таблетку одна девушка с нашей фабрики выжила в Узбекистане. Это как женщина года в Узбекистане. Много выжила. Также у нас... Искусство ткать шелковые ковры является одним из самых древних для центральноазиатской территории. В Бухаре, Самарканде, Хиве можно увидеть множество прекрасных шелковых ковров, изготовленных вручную узбекскими мастерицами. В основном свою работу выполняют девушки. Они сами окрашивают нити, затем сушат их и начинают основную работу. Изготовление шелковых ковров – работа трудоемкая. Она может занимать по времени от 1 до 6 месяцев, а иногда и больше года. Это зависит от размера и сложности рисунка ковра. Побывав в Самарканде, стоит посетить фабрику шелковых ковров Самарканд Бухара Silk Carpets, которая также известна под названием Худжум, из-за расположения на улице Худжумская. Здесь можно наблюдать непосредственно за самим процессом изготовления ковров, увидеть уникальные образцы ковровых изделий и, конечно же, заказать одно из них. Мы производим ковров шелковых, шерстяных, это единственное считается. То есть такая большая фабрика в Узбекистане, которая производит шелковых ковров, используя натуральные красители. То есть в Узбекистане большая, самая большая фабрика является вот эта? Именно шелк. Да. Есть производители очень много, но это машинная работа, и то есть используют синтетику.
То есть это не ручное. У нас все ручное. Ручное и шелка. Да, сама фабрика была основана в 1992 году. Это совместная фабрика Афганистан с Узбекистаном. Основатели нашей фабрики приехали из Афганистана, родом туркмены, то есть основали эту работу. 5-е поколение занимается этим ремеслом. В основном мы делаем рисунки Средней Азии, побольше узбекские, там туркменские рисунки. То есть тему находите сами и дизайн сами? Ну, это традиционные в основном, но есть ковры, которые делаем на заказ. Эти ковры, то есть делаются нетрадиционные рисунки тоже, потому что из разных стран, то есть Европа, например, заказывают, из России заказывают, то есть ковры разного размера, разного рисунка. А насколько пользуете вашей продукции по спросам, потому что они и дорогие цены, я смотрю. Ну, хорошо, большой спрос тоже не могу сказать, то есть, но есть очень, знают любители, потому что это же натуральная, то есть, а натуральная вещь всегда польза для людей, то есть из-за этого есть, которые люди понимают и знают, и заказывают или покупают. На фабрике работают в основном молодые девушки, которые создают удивительные ковры самых ярких и разнообразных расцветок. Также здесь можно увидеть изделия с древними орнаментами, изготовленными по секретам, передаваемым из поколения в поколение. Посмотрела, там из других стран тоже приезжают специально, вот и главы государства посещали вашу фабрику, да? Да, у нас очень много бывают гостей, среди них бывают разные главы государств, то есть премьер-министры, президенты. Если у них есть время, то есть позволяют по времени, они посещают нашу фабрику, потому что это, то есть, единственная фабрика, и такой работы очень, то есть, мало. Так скажите, пожалуйста, в год сколько производите и продажа какая? Примерно, если так посчитать, в месяц у нас получается около 30 квадратных метров шелковых ковров. Это в месяц. То есть бывает меньше, бывает больше. Это же ручная работа, то есть по-разному бывает выработка, то есть и зависимо от самих это девочек, то есть главное, чтобы они успевали, делали, работали. Они заказывают? Есть заказы или тоже. Сами приходят выбирать, которые? Нет, есть заказы тоже, которые люди через интернет заказывают, есть, которые посещают фабрику, и то есть есть специально, намеренно этим планом приезжают сюда и покупают или заказывают. То есть, но заказы индивидуальные, то есть там бывают даже нетрадиционные рисунки тоже. Уникальность изделий этой фабрики состоит еще и в том, что материалы для окрашивания здесь делаются из натуральных красителей – грецкого ореха, граната, индиго, морены. Скажите, пожалуйста, как вы кадр подбираете? Потому что это такое дело, что просто так, кого попало, не возьмешь, наверное, массы профессионала свое дело. Очень много желающих, я хочу подчеркнуть, сказать, что очень много желающих, которые хотят научиться этому ремеслу, но очень мало остаются работать в этой сфере. Не из-за того, что тяжелая работа, а из-за того, что, да, нужно терпение, потому что ты одно и то же делаешь, а не все могут, то есть сидеть в одном месте и делать одно и то же движение. За счет этого, то есть, зрение не влияет. Есть люди, которые 80-70 лет, которые делали ковры. То есть это научно доказано, что от этой работы, даже если не делаешь такую работу, все равно люди теряют взор. В Самарканде сохранилось уникальное производство по старинным технологиям, секреты которых передавались из века в век от учителя к ученику. Если вы желаете наглядно понять, почему ручная работа стоит весьма недешево, добро пожаловать на самаркандскую ковровую фабрику «Худжум». Ковровая фабрика, являющаяся важной достопримечательностью Самарканда и Узбекистана в целом, представляет возможность как ознакомиться с работой мастериц, которые ткут ковры вручную, так и выбрать понравившиеся изделия из шелка и купить ковер из первых рук. Не покидая пределов фабрики, можно пронаблюдать все этапы производства великолепных шелковых ковров, начиная от размотки кокона тутового шелкопряда.
Все необходимые операции производятся вручную с использованием лишь самых примитивных приспособлений. За станками работают только девушки, которые вкладывают свою душу в каждый узелок шелковой нити, ряд за рядом создавая будущий ковер. На изготовление одного ковра в среднем уходит год, но это лишь приблизительный срок, который зависит от размеров и сложности узора. У нас только те, которые делают ковры, больше 200 работают. У нас очень развит надомный труд. У нас дома женщины работают, то есть и для них удобно работать дома, то есть и продолжать смотреть за своими детьми перед глазами. И делают помимо этого, да. По всей республике, да? Вот сейчас расскажу. Да, то есть есть, например, 100 километров дальше отсюда, есть 150, где-то есть несколько филиалов, есть несколько, то есть дома почти 80 человек, которые работают дома, тоже делают ковры. А вообще ассортименты сколько ковров разных? Ой, у нас разных очень много, то есть счета там около 100 разных имеется в ассортименте рисунков. То есть и из одного рисунка мы делаем, например, несколько еще цветов тоже, это тоже входит в этот ассортимент. То есть там, если в количестве взять, там больше 200-300 получается. То есть Немалую роль в этом играет и количество узелков на квадратный сантиметр. Чем сложнее рисунок и больше плотность узлов, тем изысканнее и ценнее ковер. Все ковры на фабрике Худжум абсолютно натуральные. Даже шелковые нити окрашиваются вручную исключительно природными красителями, получаемыми из кожуры грецкого ореха, гранатовых корок и стеблей аспарагуса. Окрашенные таким образом нити долго сохраняют свой цвет и даже приобретают со временем некоторую золотистость. Рисунки типовых ковров, производимых на фабрике, разнообразны, но выполняются с использованием различных вариаций национального орнамента, что делает их уникальными и в то же время подчеркивает принадлежность к среднеазиатской школе коврового плетения.